Таджикистане выросла стоимость дизтоплива. Зеленский предупредил Евросоюз о миграционном цунами. Талибан заявил об уничтожении террористов, которые хотели напасть на собрание улемов. Стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях столицы Таджикистана за последнюю неделю повысилась на 7%, с 12 сомони за 1 литр до 12,8 сомони. Примерно на таком же уровне выросли цены на этот вид топлива в регионах республики. Литр дистоплива в Сагдийской области вчера, 30 июня, продавался за 13,4 сомони, тогда как еще несколько дней назад он стоил 12,4 сомони. Розничная стоимость дистоплива в Хатлонской области в зависимости от локации городов и районов этого региона сегодня составляет от 13 до 14 сомони, а это на 0,8-1 сомони больше, чем неделю назад. Согласно официальным статданным, в январе и мае этого года розничные цены на дистопливо по республике повысились на 8,4%. Рост стоимости данного вида топлива в антимонопольном ведомстве страны объясняют повышением спроса на него в странах-экспортерах и, соответственно, повышением цен производителей. Между тем, стоимость других видов автомобильного топлива за последнее время остается практически неизменной. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу помочь разблокировать украинские порты в Черном море, иначе это чревато миграционными цунами. Об этом украинский лидер заявил в ходе онлайн-выступления на фестивале цифровых технологий и медиа в Вене. Если не снять эту угрозу голода, если не разблокировать Черное море немедленно, то результатом продовольственного кризиса будет такое миграционное цунами, которое достигнет и вас, хотя Австрия находится все-таки далеко от моря, добавил Зеленский. Он также отметил, что Россия создала угрозу масштабного голода, заблокировав Черное море, и у нее в заложниках теперь миллионы людей, в том числе в Африке, Азии и Европе. По его словам, цены на газ и горючее в Европе слишком зависимы от российских компаний, а чтобы следующая зима не была катастрофической, необходимо успеть избавиться от зависимости энергоресурсов Российской Федерации еще в этом году. Просто посмотрите на цены на горючее, на газ и так далее. Что с ними происходит? Рынки слишком зависимы от российских компаний, от «Газпрома» и российских поставщиков нефти, а значит, кошельки европейцев слишком зависимы от того, сколько хочет из них вытащить опять-таки одно государство, сказал Зеленский. Глава государства подчеркнул, что партнеры Украины должны ужесточать санкционную политику против России и помогать Киеву вооружением для победы. 3 человека были убиты в результате перестрелки возле зала Лояд-Джирги в Кабуле, где проходит созданное талибами всеафганское собрание улемов. Стрельба произошла в четверг, 30 июня, в первый день встречи богословов. Сообщается, что заседание было ненадолго остановлено. Представители движения «Талибан» заявили, что некие люди пытались совершить нападение на участников собрания улемов и были убиты сотрудниками безопасности. Телеканал Аль-Джазира со ссылкой на представителя Кабульской службы безопасности сообщил, что в ходе вооруженной стычки были убиты 2 злоумышленника и 1 мирный житель. Ранее афганские СМИ сообщили о взрыве и последовавшей затем перестрелке в районе Кабульского политехнического университета, рядом с которым проводится всеафганское собрание улемов. Официальный представитель Талибан Забихулла Муджахид на пресс-конференции отрицал нападение на участников собрания. Силовики произвели несколько выстрелов по подозрительному объекту, больше никаких опасностей нет, заявил он.